шпилях тараканьих сидели вы 70 лет. С каким нетерпением ждали, чтоб вылезти дружно на свет. О, как вы, должно быть, устали рядиться в невинных ягнят, храня в переполненном жале годами накопленный яд. И вот совершилось повсюду, пробил черный час паука, и выползли вдруг антилюди с охапками денег в руках, и предали все ради денег, и мир погрузился в порог, и словно маньяк-шизофреник в кровавом бреду изнемог. И кажется, сил нет от мрази, от лжи и разврата спастись, очистить святыни от грязи, убрать скорпионов с пути. И кажется, вечным он будет смердящий торгашеский пир, и что навсегда антилюди сучили нам свой антимир, где царствует антисвобода, кощунствует антилюбовь, и льется для антинарода потоки чужих антислов. Но вечно не может быть анти на подлости, лжи и крови, держаться засильем мутантов, и скоро узнаете вы. Что значит дошло до предела, когда разъяренный народ в борьбе за великое дело большую дубину возьмет и так неформально обслужит, что снова захочется вам без шума ненужного дружно бежать по заветным щелям, бежать поскорей, пока целы. Но мы, поумнев во 100 крат, на сей раз задраем все щели пред тем, как начать Сталинград. Закроем все наши границы, чтоб не было трещин и дыр, и тот, кто намылился в Ниццу, поедет пахать в Анадырь. За каждый украденный рубль, за то, что изгадил, сломал, в товарный вагон и на уголь, на камень, на лесоповал. За то, что на нашу свободу поднять свою руку посмел, за страшное горе народа, за тысячи павших расстрел. И даже лишь трусостью только